Уважаемые товарищи, сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Уже говорил, нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся. И вот что в этой связи хотел бы сказать. Те, кто применяют это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже, должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также вот в этой профессиональной среде можно сказать, и вы это хорошо знаете, в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также все легко и продается, любая информация, и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся. Но добавлю, сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт. Мы заплатили очень высокую цену, и весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечения правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее. Все эти объекты должны быть под постоянным контролем. И ключевую роль в решении этой задачи призваны в том числе играть органы внутренних дел. Подчеркну, у МВД значительный опыт и полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности.